следующем году бюджет регионального министерства здравоохранения, направленный на строительство медучреждений, будет увеличен на 500 миллиарда рублей. Среди основных объектов – инфекционная больница, радиологическое отделение онкодиспансера, санаторий Серегова и вертолетная площадка в Шудаяге. А вот хоспис появится в Коми не раньше 2019 года. Отделение паллиативной помощи на 45 коек разместится в здании бывшего реабилитационного центра «Максаковка». Там же планируют открыть врачебную амбулаторию. Что касается обеспеченности кадрами, как сказал министр Дмитрий Березин, их количество за 5 лет увеличилось почти на 10%. Обеспеченность врачами сельских районов продолжает расти и увеличилась за последние 5 лет на 9,2%, что обусловлено во многом успешной реализацией программы «Земский доктор». За период ее реализации с 2011 по 2016 год в отрасль прибыло 186 врачей. В 2017 году приняты заявления от 80 врачей при плане в 30. Несмотря на рост обеспеченности врачами, сохраняется дисбаланс в обеспеченности врачами отдельных специальностей. Наиболее низкая укомплектованность наблюдается среди врачей скорой медицинской помощи 35,7%, судебно-медицинских экспертов 38,9%, наркологов 41,1%, травматологов-ортопедов 44,9%, патологоанатомов 46,8%. Одной из важнейших задач на следующий год остается привлечение специалистов с опытом работы в сельские учреждения. Говорили на совещании в очередной раз и про обеспеченность больниц тест-полосками, позволяющими определить уровень сахара в крови. На перебой буквально месяц назад жаловались ухтинцы. Министр этот факт признал, заявив о недофинансировании отрасли. В этом году полоски закуплены на 30 миллионов рублей, но требуется их, внимание, в 3 раза больше. Подразделениям на местах поручено сформировать их запас для детей, страдающих диабетом.